Всем привет! Доброго времени, мальчишки и девчонки! И снова 2 недели пролетели незаметно. Да, и у нас есть для вас порция отличных новостей. Никита, на улице хорошая погода, совсем недавно начались долгожданные весенние каникулы. Поделись, как ты проводишь свое свободное время? Я читаю книги, гуляю, помогаю маме, да много чего я делаю. Молодец, а я побывала в одном из лицеев нашего города и узнала у ребят, чем же они будут заниматься во время каникул. Ну и чем же? А об этом следующий сюжет. Смотрим! Вот и наступает время весенних каникул, и сегодня у учеников лицея номер 9 мы узнаем, как они планируют провести это время. Ребят, вы ждали весенние каникулы? Конечно, мы хотели отдохнуть. Чем вы будете заниматься? Я буду на каникулах играть на улице с другом и будем собирать лего. А ты? Я буду заниматься примерно тем же, что и он. Что для вас значит каникулы? Какие они у вас эмоции вызывают? Каникулы это типа как бы рай. Прям школьники ждут всех каникул, зимних, и весенних, и осенних, и летних. Но летних особенно больше всего. Я тоже очень ждала эти каникулы, потому что хочется отдохнуть после целых 2 месяцев учебы. Я буду ходить на улицу к бабушке, заниматься у нее русской, математикой. Мы можем, как Людмила Ивановна сказала, тренажер купить и будем заниматься тоже на каникулах. Убираться, наверное, буду. И играть с сестренкой. Я буду собирать лего на весенних каникулах. Я, скорее всего, буду гулять с лучшим другом на улице. Я буду гулять на улице. А какие у вас эмоции вызывают каникулы? Хорошие. Очень хорошие и веселые. Мы их очень ждали и хотели отдохнуть. Я буду читать книги и заниматься математикой побольше. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Веселые и радостные. Ждала весенних каникул? Очень я считала каждый день до них. Буду гулять, спать, учить уроки, которые задают на каникулы. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Счастье, радость, позитив. Ждал весенних каникул? Да, конечно. Чем ты будешь заниматься на них? Гулять на улице, книжки читать, сидеть дома. Буду гулять, возможно, поеду в деревню к тете. Угу. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Радость, но то, что я буду гулять с друзьями. Ждал весенних каникул? Да, очень сильно ждал. А чем ты будешь заниматься? Думаю, сходить к бабушке на этих каникулах, сходить в кино, доделать свою игру. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Радость, веселье. Ты ждал весенних каникул? Естественно, все ждали. Угу. А чем ты будешь заниматься? Отдыхать, скорее всего, от учебы, от всего. Понятно. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Радостные. Ходить в гости, гулять на улице, ходить на тренировки разные. А расскажи, пожалуйста, какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Чувствую себя свободным, счастливым, радостным. Буду отдыхать дома, ходить на улицу с друзьями, веселиться. А какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Радость, позитив, много ощущений, весна все-таки как-никак. Я буду гулять с друзьями, ходить на улицу, отдыхать. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Радость, веселье. Мы ведь так долго ждали каникул. Гулять с друзьями. Все. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Счастье. Ты ждал весенних каникул? Никак себе так, как ждал, просто была охота отдохнуть. А чем ты будешь заниматься? Ходить на тренировки, отдыхать, сидеть дома. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Никакие, просто охота отдохнуть. Расскажи, пожалуйста, ты ждал весенних каникул? Да, очень сильно хотел немножечко отдохнуть, потому что каждый раз просыпаться утром, это как-то, усталость такая накапливается. А чем ты будешь заниматься? Ходить на тренировки по футболу, играть с друзьями на улице. Какие у тебя эмоции вызывают каникулы? Разные эмоции, смотря какое настроение. Милана Семерякова, Оксана Михайлова, специально для детского времени, телекомпания СТВ. Милана, а ты когда-нибудь видела настоящую радугу? Никит, конечно, видела и не раз. Хорошо, а радугу талантов? Нет, а что это такое? А вот сейчас все и узнаешь. Под сводами Сибайского дома молодежи поднялась радуга талантов.
Фестиваль, благодаря которому ребята могут сделать свои первые шаги на сцене. В нашем городе проводится уже 16 раз. В этом году его участниками стали 69 юношей и девушек из молодежно-подростковых клубов «Атлант», «Золото», «Олимп» и «Черный дракон». Этот фестиваль проводится каждый год. Какая особенность этого года? В этом году мы решили провести этот фестиваль в Доме молодежи. Также в этом году появились новые номинации, где раньше наши дети не участвовали, это в театральном. Также очень много детей стало участвовать, участников очень много стало. Как оказалось, сибайские ребята разносторонние и развиты и интересуются многими направлениями искусства. Об этом говорит и количество номинаций фестиваля – 16. Среди них такие как «Лучшее театральное танцевальное шоу», «Самая энергичная группа», номинация «Открытие» и многие другие. На суд жюри было предоставлено множество танцевальных номеров. Нам очень понравилось. Сначала мы волновались, переживали, готовились. Все, кто участвует, молодцы в этом конкурсе. Я рада, что такие конкурсы проводят, потому что можно показать свой талант и заявить о себе. Мы занимаемся в Атланте, всех приглашаем туда, там очень весело. Я рада, что в Сибае проводятся такие конкурсы, и в Сибае очень талантливые коллективы и танцоры. Мы представляем подростковый молодежный клуб «Атлант». И наш коллектив называется Midnight, но также туда входят разные группы, и дети, которые собираются там, они все разные, у них свой характер, свое мировоззрение, но собираясь там, я организую какие-то группы, такие как Splash Move и восточные эстрадные танцы. Мы объединяемся и показываем себя на сцене. Сегодняшнее мероприятие организовано для того, чтобы дети показали свои таланты нам и их оценили. Одним из ярких моментов конкурса стало выступление группы «Бабадук». Ребята показали зрителям искрометное шоу, сорвав бурные овации. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи. А то зарежем. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Сегодня у нас радуга талантов, и сегодня мы выступали. Мы выступили отлично, и за это мы хотели бы поблагодарить наших преподавателей. Отдельную благодарность мы бы хотели выразить нашему директору Батыру Хусаиновичу. Да и вообще хотим поблагодарить всех наших бывших педагогов, нынешних, которые дали нам большой опыт и сделали нас теми, кто мы сейчас есть. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вот уже 16 лет организатором конкурса выступает объединение клубов для детей, подростков и молодежи «Ровесник». По словам представителя объединения, с каждым годом участников становится все больше, а разнообразие жанров все шире. Еще бы спонсоров найти, сетуют организаторы. Хочется надеяться, что в нашем городе найдутся люди, способные помочь развитию молодежных инициатив. Никита Полосков, Радмир Инсингула, специально для программы «Детское время». Да, наши сибайские ребята действительно очень талантливы, и я думаю, что когда-нибудь кто-то из них обязательно покорит не только городскую публику. Я в этом просто уверен. Никита, а ты знаешь, какие бывают мастер-классы? Да, например, мастер-класс по танцам или по рукоделию. Все верно, а еще бывают мастер-классы по приготовлению всяких вкусностей. А вот тут поподробней, я очень большой любитель всего вкусного. Да разве тут расскажешь? Это нужно видеть. В прошедшее воскресенье в кафе «Республика» прошел необычный мастер-класс для наших сверстников из воскресной школы. Организатором выступило городское отделение Собора русских Башкортостана. Цель сегодняшнего мероприятия такого, который
называемый по-современному так мастер-класс, научить наших детей тому минимуму какому-то знаний, вот, который потребуется любой хозяйке дома по выпечке каких-то кондитерских изделий. Но сегодня мы это такое трудовое воспитание, как раньше говорили, совместили с тем, что на этой неделе отмечался день памяти 40 мучеников севастийских, то есть тех, которые пострадали за веру, не отреклись от веры, 40 воинов в Армении, в городе Севастии. По поверьям, в эти мартовские дни зима и весна, день и ночь меняются местами, а зимовье возвращаются птицы и первыми жаворонки. Поэтому и возник обычай петь сдобные булочки в виде маленьких птичек, как их назвали в древности жаворонков. Ребята с огромным удовольствием лепили из теста незамысловатые фигурки под рассказы и стихи Елены Зориной. Я помню, мне лет 5 или 6 было, бабушка пекла эти булочки, и я уходила на улицу, я звала: приди, весна красна, уходи, зима в южная, ты нам уже надоела, хлеб весь нас поел, это мне бабушка учила. И водили хороводы, пели песни, делились всех в этих в песнях были пожелания добрые, урожаи. Еще в семейных традициях были такие, что в булочку закладывали денежку. И кому из домочадцев от денежка попадала, у того было право первую горсть зерна бросить при посеве. Давным-давно ребятишки ходили по улице, угощали пострепушками соседей, призывали сказочных птиц на шесты, пели веселые песни-заклички, называемые веснянками или веснушками. Все пожелания были связаны с обильным урожаем, достатком и хорошей погодой. И вот с пылу жару из печки появились удивительные румяные птицы с распушенными хвостиками и крылышками, как в полете. Все участники мастер-класса были приглашены к столу на чай, отведать золотистых жаворонков с малиновым вареньем. Чем тебе больше всего понравилось это мероприятие? То, что можно было пообщаться, показать, что ты умеешь готовить. Нам рассказали много интересного, то, что жаворонки очень красивые птицы. Мне все запомнилось, как мы завязывали узел. Мне понравились птички, все очень хорошие. И, конечно, я люблю готовить что-то своими руками. Мне понравился как-то изюм, он такой вкусный. И птички тоже такие прикольные. Хвостик такой. Идет весна красна, идет весна ясна, солнцем теплым, с дождем обильным, принесет весна урожай в наш счастливый край. Это ласковый и жизнеутверждающий древний славянский праздник, когда оживает природа и наступают добрые весенние хлопоты. С праздником вас, ребята! Счастья и теплой весны! Милана Семерякова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Могла бы и мне кусочек оставить. Не переживай, Никита, я о тебе не забыла. Сейчас закончится передача, и мы обязательно все попробуем. Ну а тем временем наш выпуск подошел к концу. Пишите нам в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Новостная программа «Детское время». А с вами были, как всегда, очаровательная Милана Семерякова и неподражаемый Никита Полосков. Всем пока!